Здравствуйте, это программа «Вести интервью». И сегодня у нас в гостях Павел Николаевич Косов, генеральный директор АО «Росагролизинг». И мы поговорим о поддержке сельхозпроизводителей. Агролизинг в нашей стране появился в начале 2000-х. Какие сильные и слабые стороны показала система за это время? Да, компания «Росагролизинг» действительно основана в 2001 году. За годы существования она показала и проявила себя как очень надежный и крупный помощник нашим аграриям, в первую очередь нашим сельхозтоваропроизводителям. Общий объем инвестиций, который компания за эти годы в АПК произвела, составляет более 220 миллиардов рублей. И эта цифра сама за себя очень о многом говорит. Компания действительно давний партнер. И не только сельхозтоваропроизводителей, но и машиностроителей, потому что мы на сегодняшний момент являемся крупнейшим покупателем техники, производимой на территории Российской Федерации нашими машиностроителями. Ну и наши программы, естественно, призваны для того, чтобы облегчить финансовое бремя наших сельхозтоваропроизводителей, тех, кто нас, по сути дела, кормит. Как устроена работа в регионах и, в частности, в нашей Чувашской республике? Хоть у нас один офис в Москве, мы, тем не менее, работаем по всей географии Российской Федерации, мы присутствуем во всех регионах. В Чувашии мы взаимодействуем со всеми районами, но основным нашим контрагентом является Минсельхоз региональный, который, по сути дела, помогает нам собрать потребность местных аграриев в том или ином виде техники и помогает рассказать о наших программах на местах. В 2019 году объем поставок техники и оборудования в республику Чувашию вырос в 3 раза. С чем это связано? Вы знаете, наверное, целый ряд факторов. Ну, во-первых, Росагролизинг отменил в 2018 году региональные квоты, которые были, связано это было с тем, что в определенные моменты, когда собираемость платежей из региона накапливалась на отрицательном уровне, компания прекращала финансирование. Эти квоты мы в 2018 году убрали, поэтому вернулись во взаимоотношения с регионом. Но и самое главное, что мы нашли очень хороший момент взаимодействия, когда наши льготные программы очень хорошо пересекаются с программами региональных субсидий, региональных мер поддержки, которые еще более выгодным наш продукт делают для конечного потребителя. Поэтому вот в 2019 году эти программы заработали, в 2020 году они набирают полный ход, и я надеюсь, что 2020 год будет еще лучше, чем предыдущий. Я знаю, что Росагролизинг участвует в реализации различных региональных проектов. И что касается нашей республики, то ваша компания готова включиться в проект по хмелеводству. Расскажите о планах в этом направлении. Мы сегодня обсуждали на встрече руководителя региона программу по хмелеводству. Мы со своей стороны готовы ее ввести отдельным продуктом в рамках наших программ Росагролизинга. На сегодняшний момент у нас уже в поставке есть хмелесушильное оборудование, произведенное на территории Российской Федерации. Мы сегодня обсуждали включение в нашу номенклатуру поставщиков хмелеуборочный комбайн, который производится на территории республики. Поэтому, да, мы будем взаимодействовать и для наших аграриев будем поставлять технику, в том числе произведенную на территории республики. Вообще у аграриев какая техника пользуется наибольшим спросом? Статистика, она ежегодно подтверждается этими же цифрами. Порядка год к году 40-45% от общего нашего объема закупок и передачи в лизинг – это самоходная техника, это тракторы и комбайны. Порядка 20% – это автотехника, которая используется нашими сельхозтоваропроизводителями. И оставшаяся – это техника прицепная, навесная, которая также используется в работах. Если смотреть по производителям, то основные поставщики на сегодняшний момент – это, конечно, завод «Россельмаш», который производит и комбайны, и тракторы. Это Петербургский тракторный завод. Это «Класс», комбайновый немецкий завод комбайновый, который по специнвестконтракту построил завод в Краснодаре, и сейчас немецкие комбайны производятся с наклейкой «Сделано в России». Это целый ряд других региональных предприятий, таких как завод «Пегас» в Самарской области, «Велес» и многие другие. Вся эта техника очень востребована. На агролизинг возложена задача обеспечения аграриев сельхозтехникой и оборудованием. Да? Мы сегодня много о нем говорим. А насколько компания поддерживает животноводство? Мы уникальная компания, поскольку мы, помимо техники, мы одновременно в лизинг можем предоставлять и как крупный рогатый скот, так и мелкий рогатый скот. При этом всегда была отдельная программа именно по представлению скота в лизинг. Но мы сейчас чуть-чуть по-другому смотрим на эти проекты. Мы смотрим на них как на проекты под ключ, как на проекты, по сути дела, аналог проектного финансирования. Например, молочные фермы,
мы можем взять на себя расходы по проектированию, по подготовке территории, по строительно-монтажным работам, по предоставлению и покупке, и налаживанию всего оборудования, и уже поставки скота в хозяйство. И выглядит это примерно так же, как происходит в банках. Где-то порядка 10-20% нужно собственного участия, собственных средств. Объем участия зависит от финансового состояния потенциального лизингополучателя, потенциального клиента. Такой, по сути дела, продукт под ключ. Что более рискованно, предоставлять в лизинг технику или все-таки скот? Я бы не делил это по степени риска. Любая финансовая организация, а мы в первую очередь финансовая организация, имеет свои нормы, принципы функционирования, свои правила и ограничения по принятию тех или иных решений, в том числе по принятию риска на компанию. То есть любая сделка связана с риском так или иначе. Поэтому если в компании правильным образом выстроена система риск-менеджмента, если компания полностью отвечает всем тем правилам, которые, и регламентам, которые у нее есть, риск всегда одинаковый. Поэтому я бы не стал делить, что более рисковое. Наверное, просто больше всего риска, если проставлять просто живность в лизинг. Они действительно недолго живут, к сожалению, и там свои нюансы возникают. Но когда это готовые под ключ проекты, это абсолютно нормально. В прошлом году Росагролизинг перезапустил программу обновления парка техники. А как сейчас идет работа? Это самый востребованный продукт компании. Примерно половина от общего объема инвестиций ежегодных приходится на программу ОПТ, так называемая. В этом году она у нас называется ОПТ-2020. Эта программа предусматривает в первую очередь возможность приобретения в лизинг техники, не оплачивая первоначального взноса. По этой программе можно воспользоваться 3 видами платежей. Это регрессивный, то есть от больших в начале срока лизинга до малых в конце срока лизинга. Аннуитетный, то есть равный. И сезонный, то есть это тот продукт, который мы в этом году ввели. Мы считаем, что это наиболее востребованный на рынке сегодня продукт. Сезонный продукт, который подразумевает в течение 7 месяцев с марта по сентябрь включительно минимальный платеж в пользу лизинговой компании. Помимо возможности нулевого аванса и помимо вот этих графиков, это наименьшая ставка, которую мы предоставляем. Ставка для клиента, возможно, в размере 3% годовых в рублях. И, естественно, это отсутствие и требования к какому-то дополнительному обеспечению. Такого продукта на рынке сегодня нет нигде, ни у кого. Спасибо, Павел Николаевич, за подробный рассказ о мерах поддержки аграриев. А я прощаюсь с телезрителями. До встречи в эфире.